Как не стать бабкой в 40 лет? Обрюзшей, вечно недовольной, с плохими зубами, волосами, кожей и, главное, постоянно болеющей, выносящей мозг своим близким. В этом видео я хочу с вами поговорить не про возраст, а про ваше внутреннее состояние и внешний вид, потому что они взаимозависимы, и это доказанный факт. Меня зовут Мария Тимошенко, я исследователь души и тела, психолог, эксперт по нейропсихосоматике, и давайте же поймем, как не стать старухой в 35-40 лет. Я называю это синдромом бабки, когда еще довольно молодая женщина стремительно превращается в брюзжащую тетю с поджатыми губками, вдовьим горбиком, расплывшейся талией и, главное, очень тревожным и негативным взглядом на жизнь. Ее тело начинает рано стареть, и вы мне можете сказать, что, мол, ну это же генетика. Но я позволю себе ответить вам, что не все решает генетика. Ваша молодость, она у вас в душе, в образе мышления и в вашем психоэмоциональном состоянии. Она в той самой жажде жизни. Сейчас со всех сторон нам предлагают заколоть морщины ботоксом и немедленно омолодиться, потому что есть спрос на вечную молодость. Женщины боятся стареть, это даже уже считается чем-то неприличным. Но естественную красоту невозможно заменить ботоксом, потому что забывают, что да, лоб гладкий, как коленка, а глаза грустные, глаза уставшие и какие-то безжизненные. Вот именно они и выдают эту нестыковку. Наверняка вы встречали 40-летних женщин, которым можно дать, все 60. Было проведено интересное исследование учеными из Еврейского университета в Иерусалиме и Королевского колледжа в Лондоне. В начале исследования геронтологи замерили у испытуемых длину теломер концевых участков хромосом, которые укорачиваются при каждом делении клетки и считаются одной из главных причин старения организма. Затем на протяжении десятилетия по 18 биомаркерам, например, артериальное давление, скорость обмена веществ, уровень холестерина, работа печени, легких, почек и прочее, регулярно высчитывались биологический возраст участников и скорость старения организма. Кроме того, все добровольцы в 38 лет прошли тест на определение психологического возраста. Оказалось, что некоторые испытуемые старели почти в 3 раза быстрее остальных, за 12 месяцев становясь как бы старше на 3 года. По мнению авторов работы, скорость старения испытуемых только на 20% зависела от генетики. Быстрее старели те, чей психологический возраст обгонял фактический. Это еще раз подтверждает тот факт, что старость начинается с образа нашего мышления. Кстати, раннее старение прямо коррелирует с ленью, низкой самооценкой и самокритикой. Вы наверняка знаете таких женщин, или может быть это вы, которые просто уничтожают себя безудержным самогноблением. Я все сделала не так. Надо было сделать по-другому. Я глупая, у меня ничего не получается, и не получится, разумеется. Все валится из рук, я хуже всех. Они сравнивают себя с другими и явно не в свою пользу, тихонько завидуют и еще больше себя закапывают. У них сыпется здоровье, и это отражается, разумеется, на нашем внешнем виде. Вероятнее всего, у них будет низкий гемоглобин, дефицит железа, коллагена, эластина и, как следствие, плохие волосы, кожа и много преждевременных морщин. А еще они не ухаживают за собой, потому что нет сил, нет денег и в конце концов нет желания. И это никакая не генетика. Еще один яркий портрет женщины с ранним старением – это женщина с седлом. Вы точно таких знаете, и их легко узнать. Во-первых, ее спина сгорблена, шея вбита как бы в трусы, и ощущение, будто она кого-то везет. Кого же она везет? Везет она своих сомнительных родственников, мужа, детей, родителей, которые вечно ею недовольны, кота Барсика и парочку подружек-невротичек. Она никому не может отказать, она всегда придет на помощь, всегда всех поймет, сопли всему трет. Только вот ей никто на помощь не придет, и это на самом деле очень грустно. Живет она с диким страхом, что если она перестанет быть хорошей, то ее просто не будут любить. Звучит это, наверное, как бред, но она искренне в это верит. У нее есть шейный хондроз, есть грыжи, болит спина, поясница, растет вдовий горбик, трудно дышать, потому что грудная клетка все время сдавлена. Стареет она, потому что ей стыдно уделять время себе, тратить деньги на себя. Плюс есть проблемы со спиной и шеей, они нарушают, разумеется, кровоснабжение головы, из-за чего кожа теряет эластичность. И, конечно же, рано стареют очень тревожные женщины. Этакие ходячие неврозы,
розы с огромной ложбиной между бровей, вечно нахмуренным лбом, напряженной челюстью, поджатыми губами, которым некогда заниматься спортом, зато достаточно времени, чтобы заедать свой перманентный стресс. А сахар ускоряет процесс старения. Как говорится, любишь сладенькое, люби свои ранние морщинки и плохую память. И отдельно хочу отметить женщин в депрессии, но это тема отдельного видео. Но для всех желающих у меня есть бесплатный урок, на котором я максимально подробно рассказываю о том, как работает психосоматика и о том, что это неотъемлемая часть нашей жизни. Ссылка находится в описании к этому видео. Есть интересная закономерность, которую я наблюдаю уже на протяжении многих лет своей практики. Такие женщины из всего многообразия мужчин встретят обязательно либо матерого абьюзера, который не будет считаться с их мнением, будет унижать, обесценивать и лишать личной жизни, либо тютю, такого маминого сыночка, который апатично лежит на диване. Вероятно, у него будет простатит и плохая потенция. Именно по этому поводу многие женщины начинают стареть раньше намеченного, они просто пожизненно не удовлетворены. У них постепенно снижается синтез половых гормонов со всеми вытекающими последствиями в виде лишнего веса, целлюлита, раздражительности, нервозности, и они превращаются в теток в возрасте 35 лет. Я знаю, что уж очень хочется спихнуть все на наследственность и обвинить в происходящем гены, ну и свою прабабку. Но злые факты таковы, что генетика – это всего лишь 20%, а остальные 80% – это ваш образ жизни и образ мышления. И они взаимосвязаны друг с другом. Вы можете возразить, что, мол, были бы деньги, будет и молодость, и будете, по сути, отчасти правы. Но сейчас меня смотрят женщины, которые имеют финансовую возможность тратить на себя деньги, но не делают этого, потому что стыдно. Потому что некогда, потому что не для кого, потому что да и так сойдет, потому что ничего уже не поможет. Проблема раннего старения решаема до поры до времени, а потом уже будет поздно. Стареть надо красиво, друзья. И тогда, когда пришло время, а не в 35-40 лет, когда жизнь все еще должна бурлить. Итак, мы с вами поговорили о том, какие женщины стареют рано и почему это происходит. Важная мысль, которую обязательно нужно взять себе: синдром бабки включается тогда, когда наступает внутреннее болото, безжизненность, бездействие, перешагивание через себя и невротическая тревога. Но хорошая новость в том, что проблема решаема. Можно снова быть молодой и желанной женщиной, которая хочет и может, и которую хотят. Которой не надо быть бабой-лошадью, чтобы ее любили. Более подробно я рассказываю о том, как работает психосоматика на своем бесплатном уроке, который называется «Психосоматика. Модный тренд или реальная помощь». Ссылку вы найдете в описании. С вами была Мария Тимошенко. Помните, что раннее старение – это ненормально. Обязательно подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Увидимся в следующем видео.